Доброго времени суток, дорогие телезрители! В эфире НВК Саха, программа про авто 14. Мы обсуждаем темы и поднимаем вопросы, связанные с безопасностью дорожного движения. В студии работает Антон Васильев. В следующие 25 минут вас ждет много интересной и полезной информации. Итак, смотрите в сегодняшнем выпуске. Статистика происшествий, что случилось на дорогах республики за последнюю неделю. Качественная подготовка курсантов в автошколах – одно из условий безопасности дорожного движения. Что такое безопасные маршруты до образовательной организации? Т-образный перекресток. Какие ошибки часто допускают якутяне при движении по нему? Как правильно вести себя в условиях плохой видимости? В конце программы по традиции наша популярная и любимая вами рубрика «Тест правил дорожного движения», который сдаст фитнес-инструктор и дизайнер интерьера Галина Федорова. А в начале нашего выпуска мы предлагаем вам обзор происшествий на дорогах республики за последнюю неделю. На автомобильных дорогах республики с 13 по 19 ноября зарегистрировано 17 дорожно-транспортных происшествий, в которых травмированы 23 человека, в том числе 4 несовершеннолетних. Так, 16 ноября водитель, управляя грузовым автомобилем «Скания» на регулируемом перекрестке «Окружная дорога улицы Космонавтов», не предоставив преимущественного права проезда встречному микроавтобусу, ГАЗ-Соболь допустил с ним столкновение. От полученного удара микроавтобус совершил столкновение с Toyota Land Cruiser и Toyota Hilux. Согласно проведенным освидетельствованиям, водители были трезвы, травм не получили. 17 ноября на 3-м километре Вилюйского тракта водитель, управляя автомобилем Toyota Camry, не справившись с рулевым управлением, допустил занос своего автомобиля с выездом на полосу, предназначенную для встречного направления, где совершил столкновение с автомобилем Toyota Wish. В результате происшествия водителя и пассажира Toyota Camry госпитализировали с различными травмами в нейрохирургическое отделение. Водитель автомобиля Toyota Wish также обратился за помощью медиков. Ему назначили амбулаторное лечение, а его 8-летняя пассажирка была госпитализирована с травмами. В момент происшествия пассажиры не были закреплены ремнями безопасности. Уважаемые водители, мы напоминаем, что из-за снегопадов и гололедицы возникает опасность потери управления автомобиля, съезд в кювет, заноса и даже опрокидывания. Управляя автомобилем, не допускайте резкости при торможении, повороте, разгоне. Незначительная резкость при управлении автомобилем, допустимая в обычных условиях, при гололедице может привести к непоправимым последствиям. А мы продолжаем. Думаю, каждый водитель подтвердит мои слова о том, что плохая видимость очень опасно. Особенно со мной согласятся новоиспеченные водители, поскольку при обучении в автошколе не обучают вождению в экстремальных условиях. Поэтому не мудрено, что в плохую погоду аварии происходят намного чаще. Далее тему продолжит наш следующий сюжет. Профессионалы скажут, что водитель управляет автомобилем сначала глазами, а уже потом руками и ногами. Но бывает так, что и при отличном зрении человек за рулем плохо видит, что происходит на дороге. Такие ситуации ПДД определяют как условия ограниченной и недостаточной видимости. Чем же они отличаются? Согласно правилам дорожного движения, которые, в принципе, у нас на текущий момент имеются, да, это условия недостаточной видимости, то есть это обусловлено, опять же, тем, что это у нас является в основном природное явление, это туман, снегопад, дождь, ну и тому подобное явление, которые у нас климатические условия, которые не позволяют водителям видеть дорогу. На расстоянии примерно 300 метров, это если у нас видимость ухудшается, то это у нас получается недостаточная видимость. Второе, это у нас ограниченная видимость, это опять же обусловлено природными явлениями, не именно погода, да, вот, а именно, допустим, мы когда поднимаемся на гору, спускаемся с горы, так сказать, да, ну и также рельефом местности, то есть это у нас кусты, деревья, лес, и, соответственно, когда мы заезжаем на крутой поворот, это у нас, опять же, является ограниченной видимостью. Мы, то есть, не видим за поворотом, что у нас дальше происходит. И поэтому водителям следует быть более внимательными в условиях ограниченной видимости. Соответственно, это у нас может быть в территории города, может быть, опять же, за городом, да, на трассах особенно, да, это у нас ограниченная видимость также появляется. Ну и, соответственно, в условиях недостаточной видимости, как и в ограниченных, водителям следует быть более внимательными, то есть следует соблюдать безопасную скорость движения и не превышать, как говорится, скорость для того, чтобы обеспечивать безопасную езду в данных условиях.
Видимость дороги с недостаточным освещением или ограниченным обзором требует от водителя принятия адекватных мер к тому, чтобы обеспечить максимальную безопасность на дороге и избежать ДТП. Наиболее действенным выходом в подобных условиях является снижение скорости движения. Это позволит своевременно остановиться даже в случае возникновения внезапной опасности. И, конечно же, предельная внимательность водителя и его концентрация. Несколько лет назад госавтоинспекции было предложено отменить этап экзамена на автодромах, а все упражнения выполнять в условиях города. Предполагают, что это улучшит подготовку будущих водителей и, получив желаемый документ, начинающие автомобилисты будут за рулем чувствовать себя более уверенно. Насколько это оказалось эффективным и в чем заключается качественная подготовка курсантов в автошколах, нам сегодня расскажет старший инструктор одной из столичных автошкол Дмитрий Винокуров. Дмитрий, здравствуйте. Ну что ж, как не раз отмечалось, если раньше подготовка курсантов, их экзамен включал в себя отдельно автодром, отдельно город, то сейчас это единый экзамен, где, собственно говоря, курсанты выполняют все необходимые элементы в условиях города. Как это повлияло, на ваш взгляд, на их подготовку и на, само собой, безопасность дорожного движения? Повлияло только в лучшую сторону, потому что раньше было это как бы и время для курсантов, как бы у нас же все равно время обучения сжатое. И получается сейчас все делается это в один день, и как бы это плюс и к самой автошколе, и, соответственно, к самим же в ГИБДД. И время для курсантов для получения прав становится плюсом и для нас, для обучающих. Еще и время сократили на нахождение в автодроме, так как мы в основном обучаем то, что делаем на автодроме и в условиях города, поэтому время уменьшили на автодроме, в основном ездим сейчас по городу. Это большой плюс. Ну, в общем, в любом случае можно отметить, как минимум, это экономия времени. Да, экономия времени, и все-таки это большой плюс при обучении именно курсантов по вождению по городу. Мы большее время уделяем именно городу, чем площадке. Если раньше было, время уделялось такое же, как и на площадке. 50 на 50. Да, 50 на 50. А сейчас у нас как бы 20% уделяем только автодрому, а остальное все время мы уделяем езду по городу. И это, конечно же, большой. При этом стоит отметить то, что это не первые перемены для автошкол. Уже и вводили ранее, что тренажеры для водителей ужесточали требования к автодромам и так далее. И вот вопрос в чем? Все ли это оказалось действительно необходимым и нужным? Как показывает практика, это тоже при сдаче экзаменов, соответственно, очень большой плюс. Это все контролируется также службой безопасности, которые проверяют наши автошколы. Мы соблюдаем все эти правила, соответственно, и как показывает нам дальнейшая практика, это тоже большой-большой плюс. Некоторые эксперты считают, что низкая подготовка части курсантов – это не проблема автошкол, сколько проблема обучающей программы и методики. Согласны ли вы с этим? Нет, с этой методикой я абсолютно не согласен. Как показывает наша автошкола, мы, соответственно, соблюдаем эти все правила, которые нам регламентирует тот или иной, соответственно, орган. Да? И как показывает практика, сейчас курсанты, наоборот, очень много стали сдавать с первой попытки, и последующие попытки стали чуть меньше. И этим самым, конечно же, увеличивается профессионализм курсантов. Говорят при этом, что курсант по окончании обучения должен выходить уже готовым к любой дорожной ситуации. Действительно ли это реально и возможно? Вообще люди должны понимать, что автошкола обучает, да, мы даем им только навыки. А всему остальному, в любом случае человек должен научиться в будущем. Если даже так сказать пример, да, человек обучился у нас в городе Якутске, получил соответствующее водительское удостоверение и поехал в Африку. Там же не розовые знаки висят, не вверх тормашками. Правила дорожного движения везде одинаковые. Поэтому мы учим именно правилам, всемирным правилам. И
это должен сам курсант уже воспринять. И как бы даже тот же перекресток, который у нас на Ленина, да, он же в другой перекресток проедет и не будет же проезжать по-другому совсем. Все перекрестки во всем мире, в принципе, одинаковые. Вот вы как эксперт скажите, что тогда можно поменять в подготовке курсантов для того, чтобы повысить качество их подготовки? Именно я скажу про свою автошколу. Мы внесли, например, в нашу практику кабинет психологии, который преподает опытный специалист, психолог Бородина Ольга Николаевна. И мы боремся именно с волнением, со страхом курсантов. И это очень большой фактор несдачи экзаменов. Например, курсант привыкает к своему инструктору, и потом, когда во время экзамена уже начинается паника, мы, например, курсанту говорим, ну, за неделю, да, на следующей неделе у вас будет экзамен. И с этого момента уже начинается страх, паника, ну, и тому подобное. Тем более, когда еще инспектор сядет впереди вместо инструктора, ну, человек уже теряется полностью. Он даже может забыть то, что уже знает на все 100%. Поэтому, ну, мы в нашу школу внедрили вот именно кабинет психологии. После этого, соответственно, уже сдача, в принципе, 100% идет. Как вы считаете, есть ли те, кому не дано водить машину? Вот для кого это не является тем, что вообще можно освоить? Этот фактор, наверное, уже исключается на начальной стадии, когда проходят медкомиссию. А кто уже прошел медкомиссию, в принципе, необучаемых нет. Изменило бы ситуацию, если бы инспектор наблюдал за сдачей экзамена удаленно, а не находился в салоне автомобиля? Ну, конечно бы, очень сильно бы изменило. Это, ну, лично только мое мнение, да. Но этот фактор, конечно же, полностью исключен, потому что, ну, инспектор должен говорить все-таки, куда кому ехать. Ну, можно внести, например, такие изменения, как, например, GPS. А инспектор сидит сзади и наблюдает. Например, человек ошибся, и GPS уже, ну, например, на том-то ином перекрестке ошибся, и потом уже на следующем уже проверяет. Вот таким вот образом, конечно, изменения были бы к лучшему сторону, потому что у инспекторов же тоже говор у всех разный, у кого-то громкий, у кого-то низкий. Ну, и курсант... Все равно влияет человеческий фактор. Да, курсант, если человек громко скажет, например, инспектор, и курсант может подумать, что он где-то ошибся, и экзамен пойдет как бы прахом. И, соответственно, это был бы тоже как бы большой плюс, но это тоже как бы мое мнение. Кого сложнее научить водить автомобиль? Актуален ли до сих пор стереотип про женщин за рулем или, допустим, про возрастных курсантов? Ну, давайте я так отвечу на первый вопрос, да, кого сложнее все-таки научить. Сложнее научить людей в возрасте, ну, 50+, потому что у них все-таки с возрастом у человека реакция уже не та, и память не то. Поэтому вот именно вот так, не в обиду, конечно же, да, таких категорий людей учить сложнее, чем, например, молодых. А то, что женщины, либо мужчина, сейчас на первом месте, я так думаю, и даже и женщины лучше. Уже, потому что мужчины, они в основном с детства, все-таки, особенно кто из деревень, да, кто-то водил мотоцикл, кто-то водил машину в деревне где-то, и они приходят себе очень уверенные. И эта уверенность их портит. А женщины, они более ответственные, поэтому их и обучать на данный момент как бы лучше. Есть также мнение, что самые опасные водители — это новички. Так ли это? Нет, это наоборот, это очень спорный вопрос. Ну, так как я очень, можно сказать, опытный инструктор, я этим не соглашусь, потому что тот человек, который учился от А до Я в автошколе, он знает все правила ПДД, он их соблюдает, потому что, ну, долгожданные права человек получил, чтобы их лишиться и, например, пересечь двойную сплошную, либо проехать на красный свет. Это для него табу. А опытные люди, наоборот, ну, они как бы думают, что знают все, и
большинство ДТП случается по вине именно вот опытных водителей. А если даже случается ДТП с курсантами, да, вот с начинающими водителями, это бывает, что мелкое касание или без смертельных исходов. Не что-то, так сказать, наносящее значительный ущерб. Да, которые, сейчас и тем более страховки у нас есть, поэтому как бы это все куда меньше ущерба, чем может это сделать опытный человек. Спасибо, Дмитрий. Я напоминаю, у нас в гостях был Дмитрий Винокуров, старший инспектор автошколы. А мы двигаемся далее, и на очереди наша постоянная рубрика «На месте». Сегодня мы рассмотрим ситуацию, когда на дороге встречается Т-образный перекресток без знаков и светофоров. Поэтому кто проедет первый, а кто уступает, становится понятно не сразу. Чтобы не растеряться в реальной ситуации, давайте мы разберемся в этом вместе с инспектором госавтоинспекции. Сегодня мы отправились на Т-образный перекресток у торгового центра у Виктора. Перекресток без знаков и светофора. Здесь автолюбители постоянно нарушают правила, выезжая из дворовой территории. Хотелось бы напомнить водителям про правила выезда с прилегающей территории. То есть, допустим, у нас на данном перекрестке, как мы видим, это у нас перекресток Т-образный. Соответственно, при выезде с прилегающей территории водители, которые выезжают, должны, опять же, пропускать транспортные средства, которые следуют по главной дороге. Также обычно у нас водители нарушают правила дорожного движения именно при выезде с дворовой территории на главную дорогу. У нас на территории города, в принципе, есть несколько мест, где обычно водители могут выехать на главную дорогу и, соответственно, проехать на запрещающий сигнал светофора на регулируемых пешеходных переходах. То есть данные участки у нас, в принципе, имеются на улице, при выезде с улицы Авиационной на улицу Дзержинского. Возле столичного рынка у нас имеется светофорный объект для пешеходов, то есть, соответственно, это у нас пешеходный переход является регулируемым, и, соответственно, когда вы выезжаете с улицы Авиационная, то, соответственно, вы должны остановиться перед светофорным объектом на запрещающий сигнал светофора. Ну и, опять же, начать движение следует только тогда, когда у вас загорится уже зеленый сигнал светофора на улице Дзержинского. Ну и, соответственно, опять же, следует быть более внимательными на данных перекрестках, ну и не только перекрестках, да, а именно при выезде с прилегающей территории, то есть либо с дворовой, либо, опять же, с прилегающей территории, ну и, опять же, со второстепенной дороги водитель обязан уступать дорогу транспортным средствам, которые следуют по главной дороге. Когда дети становятся старше, многие взрослые готовы отпускать их в школу одних или с друзьями. Однако, как и любой другой сложный навык, умение добраться до учебного заведения и вернуться обратно домой с соблюдением правил безопасности требует предварительного обучения. Поэтому мы рекомендуем придерживаться простых правил во время подготовки ребенка к самостоятельным походам в школу и возвращению домой. А правила и навыки безопасного движения до школы и обратно юные участники дорожного движения могут получить у взрослых наставников, а также у своих сверстников, состоящих в отрядах ЮИД. Напомним, в этом году детскому движению исполнилось 50 лет. Ежегодно для юных инспекторов движения проходит ряд массовых мероприятий, которые дают возможность школьникам из разных российских регионов встречаться, обмениваться опытом работы, приобретать новые знания и навыки в сфере безопасности дорожного движения. В частности, это всероссийский конкурс ЮИД «Безопасное колесо», на котором встречаются сильнейшие команды юных инспекторов из всех субъектов Российской Федерации, победители аналогичных конкурсов у себя в регионе. Так, на днях в Якутске прошел первый муниципальный этап этого конкурса, где приняло участие 18 команд из города Якутск по 4 направлениям. У нас первый этап, получается, фигурное вождение, второй этап – правила дорожного движения, третий – медицинская помощь, ну и четвертый у нас этап – это ОБЖ, где ребята проводят именно основу безопасности жизни. Ну и также, соответственно, как нужно
кататься на велосипедах, ну и, соответственно, они должны показать уже теоретическую часть, как нужно безопасно кататься на велосипеде, ну и не только. Завершится конкурс выступлением агитбригад, после чего подведутся окончательные итоги конкурса. И мы узнаем имена победителей регионального этапа, тех, кто будет представлять республику на всероссийском конкурсе «Безопасное колесо». На данный момент юидовское движение насчитывает 465 тысяч участников и более 35 тысяч отрядов по всей стране. С удовольствием я хочу приступить к нашей постоянной и любимой многими рубрике, в которой горожане отвечают на вопросы, касающиеся их знаний правил дорожного движения. Наш тест по традиции состоит из 10 вопросов, а ответит на них сегодня фитнес-инструктор и дизайнер интерьера Галина Федорова. Галина, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, поделитесь, пожалуйста, как давно вы за рулем и каким транспортным средством управляете? Ну, права я сдавала более 10 лет назад, уже поменяла. А сейчас зимой перешла на маленькую, на ВИЦ. Хорошо. Ну что ж, на самом деле срок не сказать, что долгий, поэтому я думаю, знания ваши должны быть актуальны и по сей день. Мы начинаем наш тест. Итак, внимание на экран. Этот знак предупреждает о приближении к тоннелю, в котором первый вариант будет затруднен разъезд со встречными транспортными средствами, второй отсутствует искусственное освещение и третий очередность движения регулируется светофором. Я выберу номер 2. Вариант номер 2. Хорошо, ваш ответ принят. Какие из указанных знаков разрешают выполнить поворот налево? Первый вариант только А, второй вариант А и Б, третий Б и В, четвертый все. Все. Ваш ответ вариант номер 4. Все. Вам можно двигаться. Первый вариант только налево, второй налево и в обратном направлении, третий в любом направлении. В любом направлении. Ответ вариант номер 3. Хорошо. Ответ принят. Какие внешние световые приборы должны быть включены на транспортном средстве, имеющем опознавательные знаки перевозка детей при посадке и высадке из него детей? Первый вариант — габаритные огни, второй — ближний свет фар или противотуманные фары, третий — аварийная сигнализация. Аварийные сигнализации. Ответ номер 3. С какой максимальной скоростью вы имеете право продолжить движение на легковом автомобиле с прицепом? Первый вариант 50 км в час, второй 70 км в час, третий 90 км в час и четвертый 110 км в час. С прицепом 110. Ваш Четвертый. ответ вариант номер 4. По какой траектории водителю мотоцикла можно выполнить обгон? Первый вариант только по А, второй только по Б, третий по любой из указанных. Только А. Ответ номер 1. Разрешается ли вам остановка в указанном месте? Первый вариант разрешается, второй разрешается только для посадки или высадки пассажиров, третий запрещается. Запрещается. Ответ принят. Вариант номер 3. Нарушил ли водитель правила при вынужденной остановке на автомагистрали? Первый вариант нарушил, второй нарушил, если не выставил знак аварийной остановки, третий не нарушил. Нарушил, если не выставил знак. Второй. Вы выбираете ответ вариант номер 2. Хорошо? Следующий вопрос. Разрешается ли устанавливать на транспортном средстве шины с шипами противоскольжения совместно с шинами без шипов противоскольжения? Первый вариант разрешается, второй разрешается только на разные оси, третий запрещается. Запрещается. Ответ номер 3. 3. Ответ принят. Что понимается под остановочным путем? Первый вариант — расстояние, пройденное транспортным средством с момента обнаружения водителем опасности до полной остановки. Второе — расстояние, пройденное транспортным средством с момента нажатия на педаль тормоза до полной остановки. И третий вариант — расстояние, пройденное транспортным средством с момента начала срабатывания тормозного привода до полной остановки. Первое. Ваш ответ — вариант номер 1. Хорошо, ваши ответы приняты, ну а правильность ответов Галины проверит преподаватель учебного центра «Фаворит» Наталья Ленских. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Здравствуйте, Галина. Здравствуйте. Галина, вы ответили на 10 вопросов, и первый вопрос был. Этот знак предупреждает о приближении к тоннелю, в котором отсутствует искусственное освещение. Вы дали правильный ответ. Какие из указанных знаков разрешают выполнить поворот налево? Действительно, все знаки разрешают поворот налево. Вы дали правильный ответ. Вам можно двигаться в любом направлении. Это был правильный ответ.
Какие внешние световые приборы должны быть включены на транспортном средстве, имеющем опознавательные знаки перевозка детей при посадке и высадке из него детей? Вы дали правильный ответ – это аварийная сигнализация. С какой максимальной скоростью вы можете продолжить движение на легковом автомобиле с прицепом? На автомагистрали можно двигаться со скоростью до 110 км в час, но с прицепом на 20 км ниже от установленной скорости вы ошиблись. Правильный ответ третий – 90 км. По какой траектории водителю мотоцикла можно выполнить обгон? По траектории А это был правильный ответ. Разрешается ли вам остановиться в указанном месте? Запрещается, вы ответили правильно. Нарушил ли водитель правила при вынужденной остановке на автомагистрали? Нарушил, если не выставил знак аварийной остановки, вы дали правильный ответ. Разрешается ли устанавливать на ТС шины с шипами противоскольжения совместно с шинами без шипов противоскольжения? Запрещается, вы дали правильный ответ. Что понимается под остановочным путем, вы также дали правильный ответ. Это первый – расстояние, пройденное транспортным средством с момента обнаружения водителем опасности до полной остановки. Вы ответили на 10 экзаменационных вопросов, ошиблись на 1. За 10 лет это хороший результат, но тем не менее вам, Галина, и всем другим участникам движения я регулярно повторяю, что правила дорожного движения нужно повторять. Спасибо. Вот и подошла к концу наша передача. Дорогие зрители, будьте бдительны, соблюдайте правила дорожного движения и берегите себя. До новых встреч!